Работа диспетчерских служб, возможности безопасного города и профилактика чрезвычайных происшествий. В Сыктывкаре прошел сбор руководящего состава Коми-республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны республики. Спасатели подвели итоги года, а также обозначили задачи на следующий. Подробнее расскажет Ксения Лосева. Уходящий 2021, впрочем, как и предыдущий, 2020 был непростым. К непрекращающейся борьбе с коронавирусом добавлялись и другие напасти – пожары, паводок, дорожно-транспортные происшествия и даже разлив нефтепродуктов. Со всеми вызовами спасатели Коми справились. Сегодня в зале те, кто проявил себя с самой лучшей стороны. Награждает отличившихся глава Коми. Достигнутые положительные показатели деятельности территориальной подсистемы РСЧС Республики Коми должны быть сохранены. А по отрицательным проведен подробный анализ для исключения их повторения в следующем году. Показатели нашей работы сейчас как никогда важны для жителей республики, поскольку это напрямую отражается на качестве жизни наших людей, дает чувство защищенности и безопасности. И все же главная цель сегодняшнего сбора отнюдь не награды, а обсуждение итогов года и постановка задач на 2022. Несмотря на положительные результаты, расслабляться нельзя. По-прежнему тревогу вызывает статистика по пожарам. В этом году было зарегистрировано 1182 возгорания, погибло 65 человек. А количество происшествий на воде по сравнению с прошлым годом увеличилось на 15%. Основные причины – это безнадзорность детей, халатность, купание в необорудованных местах и алкоголь. Чрезвычайные ситуации связанные были и с коммунальным хозяйством, когда где-то котельная плохо работает, где-то вот сейчас на сегодняшний день введена повышенная готовность на территории Ижемского района по зимнику, по организации зимника до населенного пункта. Меры принимаются, органы местного самоуправления реагируют на данные проблемы, которые возникают. Комиссия по ЧП в течение этого года собиралась в республике 13 раз. 9 из них – это внеочередные заседания, на которых принимались ответственные решения по оказанию помощи населению. И вместе с тем обычной работы тоже достаточно, делятся спасатели. Так сейчас, например, активно готовят ледовые переправы. В этом году планируется открыть 102. На данный момент функционирует уже 32. Создается паспорт ледовой переправы, идет намораживание, а также в этом паспорте, забегая вперед, к противопаводковым мероприятиям подготавливается процесс их ликвидации. Все это в паспорте указывается. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят аттестацию, проверяют толщину льда, армированность переправы, выставление определенных запрещающих знаков. И затем только данная переправа, если она соответствует всем требованиям, допускается к эксплуатации. Вся оперативная информация о ЧП стекается в единые дежурные диспетчерские службы. С июня этого года их деятельность определяет новый национальный стандарт. Одна из задач в короткие сроки – привести все ЕДДС в Коми в соответствии с требованиями ГОСТа. Что же касается результатов этого года, лучшими в республике были признаны ЕДДС Сыктывкара, Усинска и Воркуты. Ксения Лосева, Олег Жуковский, телеканал Юрка.